Так, мы пошли в музей пыток. Давайте пока покажу, что тут есть. Гардероб. Тут вот такой магазинчик. И всякие штучки прикольные. Из янтаря. И кубки. Мини-замок. Магнитики различные. Цепочки с пером. Вот это вот амулет-перо. Прикольный амулет вообще. Есть вот такие кругленькие, ну, с подвесочками, с перышками. А вот это все можно напяливать на себя. Вот тут гардеробчик висит, можно одеваться и фотографироваться здесь в замке. А тут всякие башмачки стоят с замком на Сельбек, всякие стаканчики, кружечки, рыцари и такие вот сувениры. А вот это все для детей, чтобы можно было наряжаться. Вот так-то. Также тут есть принтер. Вот. И картина из янтаря с изображением замка. Вот так. Владимир Николаевич. Ку-ку. Ку-ку. Вова. Ку-ку. В понедельник я почему-то записан, я вот был даже не предупрежден. Я 5 Уверен? По-моему, я потеряла мужа. Это Ликоскива или Где же теперь его искать? Непонятно. Куда он делся? Сейчас я ему позвоню. Ну, до такой степени взять и спрятаться, ну это вообще... А я же сказала, я пойду в сувенирную лавку и покажу ее. Я думал, ты поднялась, Ага. Прихожу, там контролер говорит, никто не поднимался. Да, конечно, что же я без билета пойду. Ну, давайте посмотрим. Вот тут еще второй этаж ресторана есть. Я сейчас покажу сразу вид с ресторана. Вот тут вот такие столики и вот такой вид сверху. Вот, хочу показать, как тут с балкона. Вот, вид на барную стойку. И вот тут вот, где рыцарь стоит, тут музыкальная установка. И вечером будет музыка живая. Вот там барная стойка. Ну и тут вот такой ресторан. Второй этаж. А мы пойдем на третий. Нет, давай идем в этот обеденный зал. А, в обеденный зал. Да, давайте посмотрим еще. Вот тут такие столы прикольные есть. Все в чучелах. Тут тоже чучело. И вот большой зал. Тут выставлены рыцари. Вот такие. Вот так вот тут все выглядит красиво. Столы стоят. Можно снимать под свадьбу, под день рождения. Топоры. Такие топоры. Вот. Вот мы за этим столиком как-то кушали. И вот за тем еще, по-моему, сидели. Было дело. Тут птичка. Я даже тут фотографировалась. Вот. И вот такой вот рыцарь там стоит, светящийся прям. Светильники в виде факелов. Да, светильники в виде факелов. И вот теперь дальше музей. Вот мы идем в музей. Тут все расшито. Это все ткань такая. А, нет, не ткань. Это роспись, да. Я думала, как гобелены также, думала, ткань. Да, многие вот это, но это вот художник. Это прям художник рисовал, да. Это здорово. Вот приезжают и спрашивают, а вообще художники, когда вот 3 года назад церковь у нас где-то в Калининграде расписывали, приезжали на экскурсию, они говорили, что очень качественно и профессионально сделано. А кто этот художник, который... Художник наш российский, где-то из-под Смоленска, но фамилию я не помню, Не если знаете? хотите в интернете. Ну, потрясающе, прям красиво нарисовано. Я даже думала, что это ткань, как ткань выглядит. Да. Потому что на других этажах ткань. Художником расписан. Он уже в то время был такой известный, Красиво очень, конечно. Спасибо большое. Можно интернет включить, аудиокниги, можно ходить читать. Да. Хорошо. Можно, время не ограничено. Спасибо. Здорово. Ну, пошли.
в башню замка страшного. Ух ты, тут отопления нет, да? Да. О, смотри, какой мужик стоит. Подожди, да, я подсвечу. Давай. А тут тоже экспонаты уже сразу, Вов. А он как живой. Привет, мужик. А можно я тебя сфотографирую? Ну-ка, давай-ка я тебя сфотографирую, мужчина. А у меня, как всегда, вспышка. Выключена почему-то. Сейчас я его сфотографирую. Тут вид такой из окна. И мужик. Вот он. Класс. А вот тут орудие пыток. Вот пипиську мужскую куда-то засовывали. Нет, пояс верности, ты чего? Называется пояс верности. Я извиняюсь за смех, просто я очень боюсь орудиев пыток. И когда вижу их... А, вот это уже, да, орудие Вот это орудие пытки. Вот, кастрация, стерилизация. Видите? Я же не ошиблась. Вот сначала вот сюда засовывали, а потом вот сюда. Это страшно на самом деле. Вот, чики-брики. И все, и конец фильма. Ой-ой-ой, как страшно. Так, ну идем дальше. Вот тут всякие уже изображения жуткие о том, что было. Так, идем наверх. Тут еще, главное, такой, знаете, лесенка и совсем мало места. Ну что, если маньяк тут покажется, то сразу и применит все. На всех. Вот всякие Фрески с пытками. фрески с пытками, да, там то за ноги привязывали, раздирали пополам. Вот это испанский паук. Я не хочу знать, как он действует. Читайте. Разрыватель грудей. Здорово. Спасибо. Обожаю такое все. Так, тут у нас, значит, разные части лица и какими инструментами, что можно с разными частями у человека. А вот тут вот всякие уже посерьезнее грабли разные, такие штуки с цепями там, тра-ля-ля. А вот там нога. Вот сейчас я поднимусь вот сюда и ногу покажу. Вот нога. Туда ногу сували, видимо. Сували ногу. И что только не делают с людьми. Мать моя вся всаживает. Тут вот прям башня смотровая. Мы прям высоко поднялись очень. Кандалы. Хотите быть узниками нашего замка? Приглашаем. Кандалы и камни. Угу. Здорово. А эту штуку, наверное... Ой-ой-ой, подвешивали за руки тут. Какая прелесть. Прям мороз по коже так. Тут тоже цепи такие, да? Кто-нибудь хочет? Я хочу. Вопросов больше не имею. Так, тут что? Страшновато выглядит. На шею что-то надевали. Ботинки типа железные. Вот, клейма. Вот. Всякие вон туда-сюда. Ай-яй-яй. Вот это вот такой Нюрнбергская дева. Обвиненного помещали в саркофаг. Да, не хотелось бы туда попасть, в какой-нибудь такой саркофаг. А тут что? А вот изображение, как это применять. Прям руководство, как действовать, да. Держусь. Ой, тут сразу молоток для башки, видимо. Гильотина написано еще. Да высоко подниматься, слушай, там несколько этажей еще, представляешь? Давай. А кто-то боится высоты и тра-ля-ля, и ля-ля-ля. Так, вот они всякие штуки, тетюльки тут с щипцами. Утробная кошка, даже не хочу думать, что делает эта кошечка.
Колесико. Колесико. Штучка на кол сажали тут. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Какое красивое креслице. Ну, это ужасно, конечно. И честно, ну, совершенно бесчеловечные вещи. Ужас. Просто дикий ужас, на самом деле. Ух ты, какой тут прям... Посмотри, какой тут росписи, все это. Тот же художник, на самом-то деле, да? Испанский воротник. Вот он с шипами. Или с другими вещами. Это как современная год. Ага, только наружу. А тут внутрь так-то. Нет, наружу. А, наружу, да? Угу. Да. Вот такой вид из окна. Фух, мама. То чувство, когда ты боишься высоты. И вот такой вот расписной купол со скелетом. Кто бы мог подумать, что еще и со скелетом это все. Кубики-рубики с картами. За колдовство, наверное, казнили, верно же? Ожерелье картежника. Нет, не колдовство, слава богу. Это игромана. Наказание за игроманию. За курение тоже. Вот видите, какой вид открывается. Вид из окна приятней, чем вид на этот музей. О, смотри. Какая маска. Птичка, значит. Какое-то чучело с языком. Чтобы, видимо, в уши наливать. И еще кто-то. И колокол непонятный. И скелет. Вот так-то. Страшновато, я вам скажу, страшновато. Подержи мой телефон, я из-за него не могу ходить нормально. Ну да, маски позора это и есть. Вот она, вот эта вот птичка, наверное, маска позора, и вот эта свинина. Вот тут свинья. Вот так вот все и было. Представляете, товарищи? Неприятно, конечно, неприятно. Мы вам показали, но не ради себя, а ради вас. Потому что ради нас мы бы сюда не пошли, мы один раз сходили. И мы все поняли тут уже, и потом больше не ходили, жутко было. Но чтобы снять для вас это все, мы сходили снова. Вот. Роспись, конечно, талантливая, но на этой росписи все о том же и расписано. О страшных всяких вещах. И ой-ой-ой. Владимир Николаевич, вы что-то зависли около какой-то пытки? Хотите на мне попробовать, что ли? Прям изучили так досконально. Видимо, какой-то вид вам очень понравился. То, что нужно. Сейчас я ее заведу. Сейчас я ее заведу в комнату замка. И вот то, что нужно, да. Закроемся. Карта-ключ есть. И нормально. То, что нужно. Ой. Кресло-йога. Кресло-йога, да, конечно. Какой-то оптимистичный человек. Кресло-йога у него там. Так, товарищи, рассказывайте, кто посмотрит наше видео, что вы думаете о музее пыток. Потому что нам жутко, а вам? Вот потому и водятся в этом замке привидения. Потому что тут есть пытки. Вот эти все инструменты. Они как нельзя. Что хочешь с моим телефоном ты сделать? Прочитать переписку и сделать пытку? Фонарик. Фонарик включить. Не. Вот тут мы на балкончике. Вот тут драконы же сидят. Вот мы прям, представляешь, около драконов как раз находимся, которые с улицы видны. Да. Угу. Ну, в общем, вот, конечно, пояса верности. Это тоже пытка, я считаю. Эй, мужик, ты живой или нет? Ну, пойдем мы. Да. Красота-то какая. Вы знаете, очень ужаснулись. Там страшно, да. Там жутко. Ну, они дожили нормально, они жили, как мы с вами живем. Они же даже не думали, что это ужасно, что это страшно. Боялись, конечно,
можно попасться. Но так-то они жили нормально. Может, через 500 лет наши вот потомки скажут, как мы жили. Моя внучка уже говорит, как же бабушка жили без телефона, без интернета. Ну, пытки это как бы не телефон, не интернет. Да. Ну, понятно, для них это было Что-нибудь нормальное другое, явление, так скажем. допустим. Ну да. Как мы ездили на других машинах и аварии у нас были. Ну да. Нет, пытки, может, действительно для них нормальное явление было. Старались не попадаться, чтобы такой Да, пытки не было да. и все. Ну, Да. я не думаю, что каждый день прям пачками людей казнили. Показательно было, да. Показательно. Вот только жалко, потому что обвинить могли любую ведь красавицу. Ну, красавиц, да, Да. могли обвинить, особенно в колдовстве. Поэтому девушек жалко мне. А так там наказывали за сквернословие, за пьянство, за Да, мы уже эти мозги изучили. Так, За максу. надо к президенту. Короче, я слышала Там я за сегодня игроманию видела тоже по эти. телевизору, что вот где, по-моему, сейчас скажу, Аллах вот этот, да, Мусульмане, какие ну. государства. Ну, исламские государства. Да, они до сих пор вот за гомосексуалистам голову отрубают. До сих пор. Да? Да. А говорят, У еще них ворам специальная в палач этом есть такая руки отрубают. должность, да, которая вот если некоторые государства скрывают своих, а этих считается как почетные. Они там их обучают, как там, где вот бить, если вот наказывают, как Здорово. чтобы кровотечения не было меньше, допустим, одним ударом в голову. Это я сегодня посмотрела по телевизору. Серьезно. Хорошо. А просто включила, мне нечего было смотреть. Все, спасибо. Спасибо. Здесь ночевать. Мы как раз сегодня наслушались, что здесь привидения есть. Говорят, что У нас есть. привидений нету. Нету? Спокойно. Да, мы вам так и поверили, да. Ночью, в 12 ночи, гудит и шумит. Это По залу еще администратор. походите, вот тут, замы. Да, мы Мы прошлись уже там, были. да. Спасибо огромное. Спасибо. Все посмотрите. Да. Да, спасибо. Мы сейчас в подвал спустимся, в туалеты. Там же скелет сидит. Ну, пойдемте в туалет, товарищи. Там в обоих. Да, в обоих туалетах. Ну, вот туалеты. Мы пойдем вниз встречать скелета. А что делать? Вот тут вот рыцарь стоит золотой такой. Ну, конечно, не золотой, уж бронза или там что, медь. Мы пойдем туда. Святая святых, клозет. Подожди. Так, а где мужской, где женский? Как понять? Так, тут мадам нарисована, а тут мусье. Ну, мадам, конечно, с топором. Это же такой замок-то, ого-го. Так, ну заходим. Тут у нас, значит, нарисовано все как надо. Вот так вот, все со скелетами, и с живыми, конечно. Так, тут у нас я в зеркале. Тут все как обычно. А здесь трам-та-да-дам, пам-пам-пам-пам. Вот страшный скелет. И вот здесь тоже страшный скелет. Вот такой. А так обычные туалеты. Угу. Самые обыкновенные из всех. Выходите. Я думала, что если на себя, то ручки никакой тут нет. Все, я все показала. Мадам, кстати, не с топором, а топоры сзади нее. Она платочек взяла, чтобы вытираться, если что. Когда будут кого-нибудь резать, то есть кровью забрызгать, то нормально. Ну вот так вот мы сходили, мы вам все показали. Вот. Такая красота здесь. Пошли в номер. Вот так. Где-то тут проход тайный. Замочек хитренький. Вот так. Так просто ты и не узнаешь, куда тебе. Уже темнеет. И становится все более жутко. Там иду я в белой кофте. И Владимир Николаевич. Так. Мы идем наверх. В свою комнату.
Ой, нам все понравилось. Но было страшненько. Надеюсь, вам тоже было страшненько. Ай, где мы живем? Здесь. Всем пока, дорогие друзья. Мы пошли записывать другие видео для второго канала и работать, как всегда.